Газовую трубу легко можно перепутать с водопроводной, шутят жители восточной части Малгобека. По газораспределительным трубам льется вода. Все дело в том, что в газопроводные сети из-за своей изношенности просачиваются грунтовые воды. На месте идут ремонтные работы, и на улице Бутырина прокладываются наземные сети. Но дело в том, что эти проложенные 200 метров не решат проблему, считают жители соседних улиц Киевской, Красноармейской и Херсонской. С их слов, газовики поделились с ними планами очистки от воды этих труб. В эффективности этого способа они сомневаются. Это временно только. Усадьте, что но они же специалисты. Кто из вас специалист? Они специалисты, они не утверждают, что проблема будет решаться целиком. Они говорят, мы постараемся решить вот так, если она не решается, то соборт бяди. Ну, я понимаю, это, но до холодов надо ждать или что надо? Это 1-2 дня вопрос решается уже. Прочистка газопровода от воды не решит проблему, уверены местные жители. Ведь еще первые поселенцы помнят, что здесь располагалось болото. Воды здесь было в избытке. Как отметили в местной администрации, при обнаружении неэффективности очистки сетей их обновят. Вода попадала и ранее попадала в эти водогазопроводы, то есть у Горгаза уже есть практика вытравливания этой воды, вытравить воду, загерметизировать трубу, то есть труба уже функционирует в штатном режиме. То есть аналогичную работу они планируют провести по этим улицам. Если труба уже по причине морального износа уже не подлежит ремонту, они предоставят нам информацию буквально в ближайшее время. И мы будем изыскивать средства и до ухудшения погодных условий нами уже будет принято решение по строительству газопровода. Со слов местных жителей, проблема с этими трубами тянется десятилетиями. Устали от постоянных ремонтных работ и перекапываний на местах утечек на придомовых территориях. Они надеются на скорое решение проблемы. Адам Мережков, Акрамат Дасхоев. Новости 24.